Merhaba arkadaşlar, herkese iyi dersler. Да, добрый вечер, уважаемые друзья, всем хороших уроков. Как вы замечаете, мы уже с хорошим темпом идем уроками. У нас сегодня второй Б. İkinci B konuyumuz sayılar, цифры. Да, сегодня у нас тема цифры. Давайте пройдем, очень легкая тема, быстренько с вами давайте это изучим. Evet arkadaşlar, sayılar. Bizde kelimeler var. Да, ключевые слова у нас начинаются кач. Слово кач у нас переводится сколько. Кач. А следом у нас идет некадар. Некадар. Некадар тоже сколько. Но тут уже у нас есть разница. Когда мы говорим кач, то есть сколько, на первое слово кач чаще всего отвечаем точными цифрами, указываем количество цифрами. Некадар, оно очень универсальное слово, оно можно использовать везде, когда вы измеряете что-то. То есть можно спрашивать про цифру, про количество, про объем, про вес, про такие вещи. Некадар. И там можно и тоже ответить словами много или же mало. Çok, az. Evet, devam edelim. Bizde üçüncü kelimemiz kaç lira. Kaç lira. Kaç lira? Это у нас сколько лир получается? Лира – это денежная единица Турецкой Республики. И у нас напротив есть ключевые предложения в форме вопросов и ответов. Давайте пройдемся и переводим с вами. Evet, okulda kaç sınıf var? В школе сколько классов есть? Классных комнат, то есть. Okulda 10 sınıf var. Okulda 10 sınıf var. Kaç yaşındasın? Следующий вопрос. Kaç yaşındasın? Сколько тебе лет? Kaç yaşındasın? Тебе сколько лет? 25 yaşındayım. 25 yaşındayım. Мне 25 лет. Телефон numaran kaç? Какой у тебя телефон номер? Телефон numaran kaç? Но тут уже вот на ответе нам дали номера, то есть цифры. И у нас особо определенного порядка, то есть когда мы говорим телефон номер, такого-то там правила нету. Вы можете сказать сразу по одному цифру, или же можете двухкомнатными, или можете сделать трехкомнатными, там разницы нет. Главное, чтобы вы правильно сказали. И здесь у нас там идет 0, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 3, 7, 5. И можно и сказать по-другому. 0, 2, 1, 2, 122, 43, 75. Вот так тоже можно сказать. То есть, какое вам удобно, это можете выбрать и использовать. Evet, devam edelim. Bu kitap kaç lira? Эта книга сколько лир? 20 лира. 20 лир. Но это, к примеру, эти цифры, и не думайте, что книга стоит 20 лир. Devam edelim. Sonuncu cümlemiz 1 litre süt ne kadar? Сколько стоит литр молока? 1 лира. Ну, конечно, не 1 лира, но тут, к примеру, они так показали нам. Evet, devam edelim arkadaşlar. Hazırlık çalışması, подготовительное упражнение. Из-за того, что у нас легкая тема, сразу пройдемся, давайте. Resime bakalım. Resimde neler var? Sayı ile yazalım. То есть нам нужно посмотреть на рисунок, что там изображен, и нам нужно указать цифры, количество этих вещей, этих предметов. Tamam mı? Tamam. Başlayalım. Birinci kelimemiz sokak. Сокак. Сокак – это у нас улица. Как вы видите, улица у нас одна. Bir sokak. İnsan. Burada insanlar kaç? Sayalım. Давайте посчитаем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gördüğünüz gibi 13 insan var. Да, как вы видите, у нас 13 человек. Давайте напишем. 13 insan var. Evet. Ağaç. Ağaç. Ağaç это у нас было дерево. Давайте посчитаем тоже деревья. 1, 2, 3, 4. 4 ağaç var. 4 деревья.
Бина. Бина это у нас будет здание. Давайте посмотрим, сколько зданий. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бина. 6 зданий. Тут нарисовано. Давайте тоже отметим. Маркет. Маркет, то есть магазин. Сколько магазинов изображен на этой рисунке? Но я вам честно признаюсь, что когда я сам тоже учился, именно на этом упражнении я не смог найти магазин. Если вы найдете, напишите, пожалуйста. И мне тоже напишите, какой из этих был магазином. Я до сих пор не определяюсь, какой из этих зданий магазин. Рисунок я просто не понимаю. Evet, sıradaki kelimemiz araba. Araba у нас была машина. Давайте посчитаем машин. 1, 2, 3, 4, 5. 5 araba. То есть 5 машин. Ламба. Ламба это уличное освещение, или же, как бы мы говорим, светильник тоже говорим, ламба. Но здесь уличное освещение имеется в виду. Как вы видите, там 3. 1, 2, 3. И получается 3 ламба. Çöp kutusu. Çöp kutusu это у нас мусорный ящик. Как вы заметили, у нас вот здесь находится мусорный ящик. Да, уважаемые друзья, вот у нас мусорный ящик, я отметил вам. И одна у нас мусорный ящик, там один. 1. Evet. Biz sizinle hazırlık çalışmasını bitirdik. Да, мы с вами закончили подготовительное упражнение. Второе упражнение у нас в форме устного формата кач. То есть на втором упражнении тоже нам нужно посмотреть на рисунки, а следом у нас идет маленькие диалоги. То есть нам нужно посмотреть и выяснить, о каком рисунке идет речь. А это упражнение, уважаемые друзья, я оставляю на дом, как домашнее задание, потому что это очень легкое задание, как наподобие первого. Это у нас будет, мои друзья, ДЗ, домашнее задание. А пока перейдем с вами на диль билгиси. Диль билгиси, то есть грамматика. Здесь при цифрах у нас нет никакой грамматики. Цифры на турецком языке особо не отличаются от других цифр, которые мы сейчас используем. Или же по математическому языку, как мы говорим, арабские цифры. Также арабские цифры мы используем на турецком языке. Но они отличаются в произношении. И давайте вот это сайылар, номера, давайте быстренько будем учить, как правильно произнести. Так, я вот увеличил для вас. Цифр – это у нас 0. Цифр – вот единственная цифра, которая отличается от узбекского произношения. Цифр. Остальные почти как на узбекском, но только у нас гармония гласных. Бир. Бир. 1. Ики. Ики. 2. Üç. Мягкая гласная. 3. 3. 4. 4. 4. 5. Особо не отличается. 6. В конце твердое «ы». 6. 7. Через «д». 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 20. Специально здесь уже вкратце дают цифры, как мы уже научились с 1 до 9. 20 это 20. 21 21. 22 22. 23 23. 24 24. 25 25. 30 30. 31 31. 32 32. 33 33. 40. Все гласные твердые. 40. 40. 41. 41. 42. 42. 50. 50. 50. 51. 51. 52. 52. 60. 60. Через твердое гласное.
61, 61, 70, 70, 70, 71, 71, 80, 80, 81, 81, 82, 89, 90, 90, 98, 99, 100, 100, 100. И теперь обращайте внимание, мы 101, цифра 101, как произносится? 101. 100 – это неправильное произношение. 101, 110, 120, 130, 150, 200. То есть 200. 300. 1000 у нас будет 1000. 9000, 9000. 10.000, 10.000. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Или же 100.000, 100.000. 200.000, 900.000, 900.000. 1 миллион – это миллион. 1 миллиард – это миллиард. Но только в конце «д» отсутствует. Вот с вами научились, как правильно произнести цифры. Давайте на 28 странице сделаем с вами упражнение. Четвертое упражнение давайте вместе сделаем. Здесь математические цифры, но они словами. То есть математическое упражнение у нас в форме слов идет. 1 artı 5, то есть 1 плюс 5. Конечно, все знают 6. 6 у нас нужно нам написать словами. 6. 8 eksi 6. 8 минус 6. 2. 2. 16 bölü 2. 16 делит на 2. 8. 23 artı 11. Geçi böyle de. 23 artı 11. 34. 34. Evet. Beşinci çalışma. 4 çarpı 8. 4 çarpı 8. 4 умножить на 8. Сколько? Да, 32. 32. 30. Прописью нужно писать. 2. 50 bölü 5. 50 делим на 5. Tabii ki, естественно, 10. 10. 100 artı 80. 100 plus 80. 180. 180. Evet. 8'incisi 100 eksi 40. 100 minus 40. 60. 60. Evet arkadaşlar, biz sizinle 4. çalışmayı bitirdik. Да, уважаемые друзья, мы с вами закончили 4 упражнение. Давайте перейдем к примерам. Уважаемые коллеги, когда снимаете видеоурок, я вам советую нанимать оператора, который хорошо справляется с математическими заданиями. Хорошо, что у меня оператор очень высококвалифицирован, можно сказать, прямо в сфере математики и арифметики. Ответы, конечно, он подсказал. Примеры. Örnek. Örnek как? В форме вопроса и ответа идет у нас saat kaç. Сколько время? Saat 4. Saat 4. Время 4. Ders saat kaçta? Урок во сколько? Ders saat 9'da. Урок в 8 часов. Урок в 9 часов. 9. Bir ayda kaç gün var? Сколько дней в месяце? Bir ayda 30 gün var. Bir ayda 30 gün var. В месяце 30 дней. Bir yılda kaç ay var? В году сколько месяцев есть? Bir yılda kaç ay var?
Bir yılda 12 ay var. То есть в году 12 месяцев. Evet. Sınıfta kaç öğrenci var? Сколько учеников в классе? Sınıfta kaç öğrenci var? Sınıfta 15 öğrenci var. Sınıfta 15 öğrenci var. В классе есть 15 человек. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? Вам сколько лет? 24 yaşındayım. Мне 24 года. Bir çay kaç lira? Çay сколько стоит? Bir çay 1 lira. Çay стоит 1 lira. Telefon numaranız kaç? Вот. Какой у вас телефон номер? Telefon numaram 0212 243 1250. Да. Мой телефон номер и телефон номер указано номерами. И последняя часть нашей темы осталась. Каченджи называется. То есть грамматика сегодня сейчас мы дошли до порядковых числительных. Да, друзья мои, как мы будем указать порядковые числительные на турецком языке? Первый, когда вы указываете словами порядковые числительные, вы к существительному, то есть цифру, будете добавлять окончание «нджи», либо «нджи», можно сказать. Вот я вам указываю форму. Вот это у нас формула. Сайя или же исим, то есть сайя, яда, исим, то есть цифра или же указано существительное. Добавляйте вот это окончание «нджи». И у нас получается порядковое числительное. Давайте посмотрим, как оно звучит в примерах. Örnek. Benim evim birinci katta. Benim evim birinci katta. Benim это мой, evim мой дом, birinci katta. На первом этаже. Кат это этаж, катта в этажу получается. Benim evim birinci katta. Вот здесь у нас, мои друзья, слово бир это у нас корень. Мы добавляем вот это окончание, и у нас преобразовалось порядковое числительное. Биринджи. Первый. Следующая формула, то есть следующий пример. Икинджи örnek. Сынıf kaçıncı katta? Класс на каком этаже? Kaçıncı. Вот. Кач у нас идет как корень, а инджи у нас идет как окончание. Но про гармонию тоже не забываем, мои друзья. Окул 8 sokakta. Школа у нас находится на 8 улице. 8 у нас является корнем, окончание инджи у нас будет окончанием порядкового числительного. Sonuncu sırada kim var? Кто есть на последней парте или же кто есть на последней очереди? То есть sıra у нас и очередь, и парта одновременно, но у нас фокус sonuncu. Сону это конец, вот окончание джу. Но из-за того, что слово заканчивается на гласную букву, мы просто джу, буква н, дж, у добавляем. И у нас получается порядковое числительное. На последней. 11. sayfada resimler var. Есть рисунки на 11 странице. 11. Вот бир у нас корень, инджи у нас окончание. Вот в таком формате у нас будет выглядеть порядковое числительное. Но в связи с этим я должен еще указать, что это когда вы прописью пишете порядковые числительные. Но когда вы цифрами указываете, у нас на турецком языке не как на русском языке. То есть на русском языке мы как делаем? Например, на русском языке, когда вы хотите порядковое числительное указать, второй этаж. Вот так выглядит. Но турки вот это дефис, то есть тире, заменили точкой. На турецком оно выглядит вот так. Iki nokta kat. Ikinci kat. Второй этаж у них выглядит вот так. Или же у нас, когда в истории мы проходим у императоров, были там номера, да, например, Наполеон III, или же, как сказать, Мехмед II, если османов взять. На русском языке у нас будет Мехмед, например, вот так, да, второй. Но на турецком языке порядковое числительное уже переходит на начало предложения. Оно будет выглядеть вот так. İkinci Mehmet. Вот. Evet arkadaşlar. Bu bizim kaçıncı, yani sayı isim cümлемиz. То есть это у нас было порядковое числительное. Давайте продолжим наш урок. Evet arkadaşlar, 5.
çalışmamız, sonuncu çalışmamız. Это последнее наше упражнение, пятое. Давайте вместе сделаем. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Давайте нам нужно ответить на эти следующие вопросы. 10 вопросов. Давайте начнем. Первый. Sınıfta kaç kişi var? Сколько учеников или же сколько людей в классе? Что мы ответим? У нас пока что в классе 2 человека, и мы напишем sınıfta 2 kişi var. В классе есть 2 человека. Bir haftada kaç gün var? Сколько дней имеется в неделе, да? Bir haftada 7 gün var. Siz kaç kilosunuz? Сколько вы весите? Это вам самостоятельно оставляю. Dördüncü soru. Bir şişe su kaç lira? Сколько стоит бутылка воды? Ну, допустим, bir şişe su 10 lira. 10 лир стоит. Çantanda kaç kitap var? Сколько книг в твоем сумке? Çantamda 10 kitap var. 10 книг есть у меня в сумке. Продолжаем. Altıncı soru. Шестой вопрос. Senin evin kaçıncı katta? На каком этаже твой дом? Benim evim birinci katta. Birinci katta. Evet. Продолжаем. İstanbul'da kaç milyon insan var? Сколько миллион там человек проживает в Истамбуле? Примерно, давайте скажем 60 миллион. 60 milyon insan var. 8. soru. Doğum tarihiniz ne? Это дата рождения. Можно писать это цифрами, можно и сказать полностью прописью. Benim doğum tarihim 16 Temmuz 1999. То есть 16 Temmuz это месяц июль 1999. 1999 года рождения. 9. soru. 9 вопрос. Sınıfta birinci sırada kim var? Кто есть в классе на первой партии? Birinci sırada Mehmet var. К примеру. Sınıfta birinci sırada Ahmet ya da Mehmet, разницы нету, var. Не поместился, я вот так снизу. Sonuncu soru, последний вопрос. Sokakta kaç araba var? Сколько машин есть на улице? Evet, примерно можно приблизительно сказать. 100 araba var. Sokakta 100 araba var. Evet arkadaşlar, bugün sizinle ikinci B konuyu bitirdik. Sayılar. Да, уважаемые друзья, мы с вами сегодня прошли цифры. Как вы уже посмотрели, увидели и изучили, у нас цифры на турецком языке очень-очень легкие, и запоминать их несложно. Единственное, то, что вам не знакомо, это можно только звучит sıfır, то есть циферка 0. Evet arkadaşlar, sorularınız olursa bizim bu Telegram grubumuzda, kanalımızda yazabilirsiniz. Да, друзья, если будут вопросы, можете написать свои вопросы у нас на Telegram канале. O zaman sizinle yeni derslerde görüşmek üzere. Увидимся в новых уроках.